Здравствуйте. В эфире обзор чрезвычайных происшествий, в студии Юрий Осипов. В Усть-Салданском районе по данным проверки возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями в музее-заповеднике. Об этом сообщает прокуратура Якутии. Ведомство провело проверку деятельности Ленского государственного историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба» на основании акта Министерства культуры и духовного развития республики. Установлено, что находящиеся на оперативном управлении музея-заповедника транспортные средства, трактор МТЗ и автобус ПАС без согласия собственника проданы учреждением физическим лицам. При этом, как выяснилось позже, доходы от продажи транспорта не поступили в бюджет учреждения. На этом нестыковки не закончились. Также были установлены факты неправомерной оплаты из средств музея электроэнергии, не числящегося на балансе жилого дома, в котором проживал руководитель музея-заповедника. По результатам проверки было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время по уголовному делу проводится расследование. В Горном Улусе суд взыскал в интересах ребенка более 1 миллиона 200 тысяч рублей. По сообщению прокуратуры региона была проведена проверка по обращению попечителя несовершеннолетнего о перечислении администрации Горного Улуса ежемесячной выплаты на содержание ребенка. Установлено, что администрация в течение нескольких лет не производила выплаты попечителю на содержание ребенка. Сумма задолженности составила более 1 миллиона 206 тысяч рублей. Прокуратура района обратилась в суд о взыскании задолженности по компенсационным выплатам. Суд рассмотрел и удовлетворил заявление прокурора в полном объеме. В Алданском районе в салоне машины обнаружили тела 2 мужчин. Следственный комитет проводит проверку по этому факту. Тела были обнаружены вечером 31 января в салоне машины, припаркованной на обочине федеральной автодороги А-360 в городе Томмоте. Следственно-оперативная группа осмотрела салон автомобиля, двигатель которого на тот момент находился в заведенном состоянии. Установлено, что в связи с замерзанием конденсата произошла закупорка системы выхлопа отработанных газов автомобиля, и утечка происходила из подкапотного пространства автомобиля и нижней части двигателя. Следователям осмотрены тела мужчин. Признаков смерти криминального характера не обнаружено. Их личности установлены. Погибшие являлись жителями города Якутска. При просмотре камер наружного наблюдения близлежащих зданий установлено, что машина припарковалась на данном месте 29 января около 10 часов вечера. На данный момент назначены судебно-медицинские исследования, которые установят причины смерти мужчин. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с гибелью рабочего при обрушении крыши неэксплуатируемого и подлежащего сносу спортивно-концертного комплекса «Петербургский» во время производства строительных и иных работ, а также очевидным фактом нарушения правил безопасности при их проведении. Напомню, что в Санкт-Петербурге при сносе спортивно-концертного комплекса «Петербургский» произошло обрушение. Сообщалось об одном погибшем рабочем, который проводил демонтажные работы на крыше здания. На кадрах видно, как конструкция рушится. Рабочий в это время пытается успеть добежать до строительной люльки, но не успевает. В МЧС сообщили, что площадь обрушения составила примерно 25-28 тысяч квадратных метров. Перейдем к происшествиям в мире. На юге Лондона в воскресенье вооруженный ножом мужчина ранил 2 прохожих. Злоумышленника застрелили полицейские. Его мотивы неизвестны. Подробности в следующем материале рассказывает Артем Сторонов. Лондонская полиция застрелила мужчину, напавшего днем в воскресенье с ножом на прохожих на юге британской столицы. Ранения получили 2 человека, их состояние пока не уточняется. Я слышала, что произошла стрельба, что кто-то напал на людей с ножом и его пришлось убить. И больше ничего. Выстрелов было 3. Я просто побежала. Это было очень страшно. Мотив нападения пока неизвестен. По информации местных изданий, преступник был вооружен мачете. Полиция квалифицировала инцидент как связанный с терроризмом. Это была рубрика «Чрезвычайные происшествия». Берегите себя и до встречи в эфире.